Добрый день. В эфире «Чегемская правда». Сегодня мы поговорим о конституционной реформе, о той комиссии, которая уже в третий раз, третья новая комиссия, которая займется реформированием абхазского законодательства. И сегодня мы, у него в гостях, у Алхаса Тхагушева, который является участником третьей комиссии. И, кстати говоря, был, кажется, и участником предыдущих двух комиссий. Что последнее? Какие последние новости вот в этом плане? Как идет работа комиссии? Комиссия создана. Для меня решение о создании этой комиссии было несколько неожиданным, потому что нынешний президент, он не высказывался за реформирование, и как-то в предвыборной кампании эта тема особо не звучала. Я имел возможность с ним тоже общаться, и, в принципе, интересные беседы были с ним еще как с кандидатом. Но именно по этому вопросу у него не было какой-то однозначной позиции. И меня, честно говоря, порадовало, что сейчас он, несмотря на отсутствие каких-то обязательств перед обществом по этой теме, самостоятельно принял такое решение создать комиссию. Первое заседание с его участием тоже было. 19, если я не ошибаюсь, членов этой комиссии. Все имели возможность тоже высказать свое мнение по этому поводу. Работа началась, не так много времени прошло. И должен сказать, что по многим принципиальным важным вопросам комиссия уже хорошо продвинулась. Ну, это в частности, какие вопросы? Это вопросы, это как бы основная конструкция будущих изменений. Это вопросы полномочий президента, исполнительной власти вообще, интересные моменты есть, присутствуют, я дальше раскрою. Это касается роли парламента, усиления роли парламента. Ну и по всем остальным вопросам тоже идет интересный обмен мнениями. И уже сейчас можно сказать, что в ближайшее время, я думаю, что месяц, максимум два, можно будет что-то предъявить нашему обществу. Какую-то основную конструкцию, которую потом, конечно, нужно будет дальше уже еще более тщательно прорабатывать. Была пара встреч с депутатами парламента предварительно, с разными группами. Дальше тоже предполагается, что как только комиссия, какой-то продукт уже наработает, который можно будет предъявить, будут устроены такие встречи с ознакомительной целью для того, чтобы все основные политические акторы нашего абхазского политического поля были ознакомлены и могли дать обратную связь. В общем, не буду забегать вперед, если говорить о том, какой дух. В основном очень хорошая динамика. И то, что еще лет 10-15 назад просто невозможно было себе представить, что мы легко можем в такой комиссии это обсуждать, сейчас... Что конкретно, допустим, обсуждать? Конкретно, например, обсуждается, скажем, изменения в избирательную систему. Конкретно мы обсуждаем изменение конструкции исполнительной власти, например, основной посыл в этом смысле – это убрать пост премьер-министра и убрать вообще параллелизм во власти. То есть этот вариант, который предлагает оппозиция, Отгор Арценба и так далее, они говорят убрать должность премьер-министра, убрать должность вице-президента, объединить аппараты. Должность вице-президента в нашем случае это немного другой подход. Тоже были по этому поводу споры, предложения убрать, но мы все же решили оставить эту позицию, но несколько видоизменив ее. Что касается премьер-министра, это совпало таким образом, я не знаю,
как давно люди в оппозиции обсуждают этот вопрос, но вот с начала работы комиссии такой посыл как бы был сделан. Мы поначалу, конечно, поспорили по этому поводу, но в итоге самый главный момент, который говорит в пользу вот такое изменение такой конструкции и как раз за то, чтобы дебюрократизировать и убрать вот эти параллели во власти. Когда у нас дублирующие структуры все эти годы существуют в Кабмине, и они же в администрации президента. администрации президента для такой небольшой страны, я бы даже сказал, крошечной страны, это просто безумие. И вообще, я лично я сторонник того, чтобы в нашей стране все меньше и меньше было чиновников. Потому что тот путь, который мы прошли за послевоенное время, он показывает, что мы только наращивали чиновничий аппарат. И ничего хорошего этой стране не дало. Ну, вот просто можно навскидку вспомнить любую сферу, где у нас системный кризис, как сейчас можно говорить, но он по сути есть системный. То есть, если мы возьмем, скажем, ту же энергетику, бедную нашу, кто управляет этой отраслью? Государство. Ну, государство у нас так сложилось, что в понимании там людей, да, государственная собственность — это ничья собственность. То есть, если вот так посмотреть на государственное предприятие, то есть там механизм очень простой. Доходы тем людям, которые контролируют это предприятие, а расходы, убытки и расходы ложатся на плечи государства, бюджета и так далее. На плечи налогоплательщика. Налогоплательщика, да. Будем до конца Да. честны. Да, то есть люди, в итоге все граждане Абхазии расплачиваются за некомпетентность конкретных чиновников. То есть власть меняется, например, это не только ведь в энергетике. Да. То есть каждый раз мы удивительным образом узнаем, что, скажем, какая-нибудь компания государственная Абхазтоп оставляет не прибыль, а долги. Да. И мы дружно, потом новая команда дружно закрывает эти долги. Никто не садится за решетку почему-то. Да? Ну, мне кажется, это вообще в правилах игры. Ну, да. Существующих правилах игры, потому что когда одна команда сменяет другую, то есть эти люди, которые в этой команде находятся, они знают, зачем приходят. Или те, которые уходили, они знали, зачем держались за эту власть. То есть здесь как бы все взаимосвязано и понятно, мне кажется, вполне логично. К сожалению, такая нехорошая традиция уже сложилась. И, к большому сожалению, пока не будут наказаны люди, которые разворовывают государственное, читай, народное добро, ничего у нас в этом смысле меняться не будет. Я лично за то, чтобы не было никаких чистых листов, или как это называется, да. Когда обнуление по-абхазски. Да. Когда власть приходит и обнуляются все грехи прошлых, потому что, видимо, есть большой соблазн на те же самые схемки использовать самим. Если ты будешь наказывать за это прошлых, ну, наверное, следующие могут наказать и тебя. Это держится в голове. Я надеюсь, что эта власть постарается как бы этот тренд сломать, но пока мы живем вот в таком мирке, когда мы воруем сами у себя. Эти деньги ведь они не у кого-то воруются, они воруются там у наших пенсионеров, у ветеранов, вот у всех категорий людей, у детей, там, скажем, да, которые ходят там в школы, которые могли бы там лучше быть отремонтированы, лучше обеспечены. То есть это все уворовывается у нас же самих. Но мы пока еще не пришли к мнению о том, что это все уворовывается у нас. То есть у нас есть, да, какое-то государство, которое существует само по себе, а мы сами по себе. Вот мы, как бы я в течение года как бы проводил пару раз такие опросы среди своих знакомых, друзей и просто случайных людей. Я спрашивал, например, в городе Сухум, меня интересует тема местного самоуправления, я спрашивал у людей, а знают ли они о том, каков бюджет города Сухум. И вот прям я сам не ожидал такой реакции. 9 из 10 не знают вообще.
То есть они просто, люди в принципе не понимают, зачем это нужно знать. Вот. И когда они узнают, что это достаточно немаленькая цифра, они прям удивляются. Вот как бы картина. То есть общество живет в одном мире, а власть и госаппарат у нас живет в другом мире. Даже в самой веселой компании интернет будет не лишним. Оплачивай интернет-провайдеров с помощью мобильного приложения Онлайн24 от Амробанк. Амробанк. На шаг впереди. С другой стороны, Алхас, вот мы говорим о реформах, и об этих реформах мы еще начали говорить там со времен президентства Сергея Васильевича Багапши. Тогда были созданы эти комиссии, одна, потом вторая, еще при Хаджимбе была создана, вот сейчас третья. И какие-то вещи там проводились, допустим, вот судебная реформа была проведена, но кто может сказать, что, допустим, судебная реформа была проведена так, и что теперь как бы есть торжество справедливости, да, то есть когда там судья там выносит вердикт от имени там абхазского государства, и у всех там сомнений нет, что вердикт справедлив. Но сейчас как бы, в общем-то, так получилось, что я вот так смотрю эти всякие решения судебные, да, и у меня волосы дыбом становятся, там, справедливостью от многих резонансных там судебных решений за версту не пахнет, да, там, когда людей там отпускают, там, дают какие-то там домашний какой-то арест дают, потом эти люди оказываются фигурантами там громких убийств, да, там, или человеку там 10 лет дали, потом взяли, выпустили. То есть, ну, какой-то цирк происходит с этим судом. Но была проведена реформа судебная. Мы хотели независимых судей, и они поняли, что они полностью независимы и делают, в общем-то, что хотят. Ну, должен сказать, что это такой утрированный взгляд со стороны общества. Да. Во многом я соглашусь с тобой, но здесь есть момент, мне кажется. Это вопрос формы и содержания. Мы поменяли форму, да? Причем не до конца поменяли. Вот, например, система автоматического там, распределения дел и так далее, оно вот только сейчас почему-то удивительным образом начала работать и то в усеченном режиме. То есть нужно понимать, что это еще не доделка. То есть там много чего сделано, и я бы так все вот однозначно одной краской как бы черной не мазал. Там действительно есть заложены очень важные, правильные какие-то вещи, но они пока не заработали, да, в полной мере, или ну, кто-то считает, что вообще не заработали. Но я считаю, что лучше сразу правильно собирать конструкцию. И эта конструкция не может сразу взять и начать тебе выдавать желаемый результат. Для этого нужно время. Нужно, чтобы мы понимали, что любое изменение формы не приводит к моментальному изменению содержания. То есть это те же самые люди, которые в судах сидели, они сегодня сидят. И они реально разные, эти люди. И действительно мы иногда наблюдаем очень сомнительного характера решения. Да? Ну, у этой системы есть еще там возможность кассации, обжалования и вот таких каких-то вещей. То, что это не будет в одночасье как бы идеальная ситуация, и то, что, наверное, нигде в мире нет такой вот идеальной системы, она все равно где-то дает сбои. Но мы стремимся, это уже хорошо, что мы стремимся выстроить по форме более правильную систему. Другой вопрос, что эта же судебная система, она реформировалась в отрыве от реформы вот других двух ветвей власти. Это всего лишь одна ветвь власти. А здесь важный момент – это соблюсти некий баланс. Баланс, который позволяет вот, работать этой системе сдержек и противовесов, когда каждая из властей уравновешивает другую, да, и ни больше, ни меньше. И если вы из трех этих компонентов вычленяете один и начинаете его реформировать, надеясь, что остальное можно не трогать, так это не работает. То есть вот это избыточный вес такой совершенно ненормальный, да, вот такой дисбаланс в сторону исполнительной ветви власти, он дает о себе знать. Мы ведь прекрасно понимаем, что как бы давлеет этот политический момент в
том числе и во многих судебных решениях. Судьи наши, они ведь не инопланетяне, они из нашего с вами общества. Ну, политический момент, Ну, это тоже. Алхас, все-таки, смотри, раньше все-таки там, да, там это во времена там Владислава Ардзенба, Сергея Васильевича Багапши, там исполнительная власть, она действительно была слишком мощной. То есть и парламентское большинство так или иначе было пропрезидентским большинством. Потом уже как-то ситуация стала меняться. И сейчас как бы нет уверенности, что парламент контролируется там исполнительной властью. И мне кажется, в общем-то, и парламент тоже пользуется этими, и там на судебные решения, я думаю, это тоже оказывается там влияние со стороны, наверное, и депутатов тоже, наверное. То есть здесь сказать, что только одна исполнительная власть этим пользуется, не приходится. Нет, это не приходится, я помню. Все-таки там, допустим, по существующей системе кандидатуру судьи там представляет президент, утверждает парламент. То есть там игроков, которые участвуют в этом, которые могут потом и влиять, тоже много. Там есть много всяких нюансов, на которые тоже нужно обращать внимание. Безусловно, это все имеет место быть, я согласен с тобой. Но там есть проблема, в том числе и квалификационной комиссии, и того, как она формируется, там тоже нужно думать. Есть проблема с кадровым составом судов. Ну, возможно, в какой-то момент нужно будет думать о переквалификации. Ну, я не знаю, там есть много разных способов перенастройки системы на более тонком, вот как бы не на, глобально. Система, если выстроена, это не значит, что это, грубо говоря, дом без отделки. Да? Дом без отделки, ты зашел, ну что-то там есть, да, какие-то там сантехника, основные инженерные системы присутствуют, но вряд ли комфортно будет жить в таком доме. То есть нужна вот еще вот эта вот нюансировка, и я думаю, что здесь важный момент, это то, как будет себя вести сообщество судей. Вот на уровне самоорганизации, они тоже должны эти проблемные моменты, да, часто судьи там обижаются на то, что, там, скажем, необоснованные какие-то претензии в их адрес бывают, да, ну что вот закон, он не позволяет им делать иначе, например. Там, опять же, возвращаясь к вопросу о домашнем аресте. Вот недавно МВД, например, министр... Ну, у нас вообще, мне сама процедура интересна, как она осуществляется, этот домашний арест. Но у нас многие вещи, они носят такой имитационный характер. Это, к сожалению, беда не только судебной системы и там власти вообще. У нас многие вещи, а как мы сегодня, там, скажем, выполняем масочный режим? Все сплошная имитация. То есть какие-то решения принимаются, но если вы выйдете в город, ну, вы скажете, что это параллельная реальность. То есть законы пишутся, на полочку поставили и забыли эти нормы и так далее. И, конечно, мы либо сменим эту ситуацию и перестанем жить по понятиям и начнем жить по закону, либо у нас все останется вот в таком же виде, как есть, и даже хуже. Это вопрос нашего выбора. Да? И, в принципе, сейчас, если мы говорим о перенастройке системы власти, главное, что мы должны добиться, это большей транспарентности. То есть власть, в принципе, должна быть прозрачной. Любая власть. И если мы говорим о судебной власти, где эта реформа проведена, вот смотрите, что предполагает эта реформа. То есть проблемные моменты ты уже обозначил, то есть мы, можно сказать, так обсудили. Теперь какие есть там важные моменты. Вот то, что дело находит судью в автоматическом режиме, не назначает председатель. Это будет большой плюс системы. То есть ты не знаешь, с кем нужно договориться, да? Ну, условно говоря, мы понимаем, что есть некая часть судей коррумпирована. Ну, предположим, с большой долей вероятности. Это люди, которые берут взятки за решение. Да? Ну, в обществе нашем присутствует такое мнение, я его разделяю. Я думаю, что ты тоже. А теперь, когда тебе нужно договариваться,
Я просто даже и не думаю, что это от глупости делается, да, это вот как бы, смотри, да. это Если какой-то- берут, да. если какие-то решения какие-то очень-очень сомнительные принимаются, это Нет, ну да. мы понимаем, что вот с этим злом мы живем все Да. послевоенные годы. Мы так живем, и ничего хорошего от этого нам нет. Ну, конкретным отдельным Да. чиновникам в Судане, да, судьям есть, но обществу нет. И, в общем, судейскому сообществу тоже это большая репутационная потеря. Это, если судья честный, вот так предположим, да, что люди везде разные, и в обществе разные, и в судейском сообществе они разные, то этим людям еще более обидно, чем нам, потому что ну, какой-то коррумпированный его коллега, да, вот он ворует деньги, а думают на всех судей. Да, это тоже важно. Теперь, когда эти дела будут распределяться системой, да, компьютером, грубо говоря, то это уже серьезный удар по вот этой схеме, когда ты направил в нужные руки это дело, и нужные руки, нужные судьи как бы... Не, но здесь, Это раз. но нет, здесь как бы руководитель суда, там, я не знаю, районного, городского, Мы там, исключаем да. человеческий фактор. Да. Нет, мы исключаем человеческий Да. фактор. В данном случае это система ASIS, да, Да. автоматического распределения. Потом идет полная аудио-видеофиксация. Понимаешь? То есть это тоже важный момент. Каждое слово, которое сказано в суде, вот эта система она до конца не заработала. Я не могу понять, почему с этим так долго тянут. То есть принято принципиальное решение о ее вводе давно, но почему-то и прошлая власть тянула, и вот эта власть сейчас вот уже вот, ну, говорят постоянно, что не хватает денег. Но мне кажется, на такие вещи обязаны находить деньги. Потому что это такие ключевые моменты, которые действительно делают систему более чистой, более прозрачной. То есть это когда ты каждое слово, которое там сказано, каждое действие, которое там сделано, ты всегда можешь зафиксировать и предъявить, да, и сказать, ребят, ну а что? То есть многие вещи ведь происходят таким образом, что люди не знают. Кроме этого, все решения, они публикуются, причем в определенный срок на сайте. Ты можешь увидеть мотивировочную часть, то есть там все обосновывается, да, каким-то правовым языком. Это тоже важно, то, чего раньше у нас явно эта часть хромала. То есть это такие системные изменения, которые с трудом, с болью, но они потихонечку отвоевывают себе место. То есть было принято решение на уровне закона, но имплементация происходит, как ты видишь, несколько лет проходит, и я считаю, что это явное намеренное саботирование таких решений. Понимаешь? То есть люди в этой системе, они саботируют это решение не потому, что они считают его бесполезным, нет, они считают, что это угроза как раз возможности коррумпированным судьям легко решать свои дела. То есть это очень сильно осложнит их задачу. Я не скажу, что это сделает систему стерильной, да, и идеальной. Нет. Но она очень серьезно подорвет основу вот такой вот коррупционной составляющей. И это важный вход в правильном направлении. Ровно те же вещи мы должны сделать и при переформатировании исполнительной ветви власти. Ну зачем нам держать такие огромные аппараты в соседних зданиях, считай, в одном здании? Да? Зачем? Кому это нужно? Кто должен кормить этих людей? То есть эти экспертные всякие там департаменты бесконечные, аппараты Кабмина, аппараты администрации президента, отдел, как он называется, департамент по экономике, который дублирует Минэк и так далее, по правовой политике, который дублирует Минюст. И так далее. Зачем? В чем смысл вообще такой конструкции? Смысл в том, чтобы каждому человеку, который меня поддерживал на выборах, ну, грубо говоря, вот так, такая гнилая схема у нас работает, я могу дать место. То есть я другого объяснения не нахожу. Зачем, например, причем место на кормление. Ну, конечно, да. Это же место, оно не просто так дается, оно дается, это такая неофеодальная система, которая предполагает, что я тебе, вассалу, вот даю отчину, пожалуйста, кормись. Но мы же сами согласны с такой постановкой вопроса. Ну, мы согласны с Общество в целом. Я не думаю, что прямо вот все согласны с этим. Ну, Другой вопрос, что мы тяжело, у нас проходят какие-то нововведения, да, вот, потому что общество маленькое. И каждый раз любой, например, человек, который желает какие-то изменения провести,
он сразу начинает думать, скольких родственников там, или близких родственников и так далее, или друзей он обидит. Да? И деваться ему будет некуда, он будет ходить на те же свадьбы, на те же похороны, на ту же брехаловку. То есть у нас не такое большое пространство. Это, Но с другой стороны, да. как бы не Я рубить, не рубить, если не рубить, то мы и государство профукаем. Нет, я полностью согласен, что нужно какие-то вещи рубить и отсекать, которые явно уже мы видим, что это не просто не позволяет нам развиваться, это нас топит. То есть если бы это просто как бы тормозило наше развитие, как бы прирастаем мы, условно говоря, у нас экономика там 6, 7 или 8% в год, да? А мы могли бы прирастать 10. Нет, мы идем в минус, причем реально идем в минус, мы вот эту прорву чиновников не можем прокормить давно. Это ведь как бы ни для кого не секрет, что мы уже давно не содержим свой госаппарат сами. То есть когда-то содержали, Да. но уже давно не содержим. То есть мы берем в значительной мере средства. Силовые да, структуры у нас уже финансируются со стороны. Я думаю, скоро и другие, как бы, Да, многие структуры финансируются. И здесь как бы вопрос. Если, например, глобально смотреть на это, то мне кажется, что мы, если не уменьшим количество чиновников, опять же, нужно понимать, что когда мы говорим про уменьшим, есть разные способы. Нельзя ли как-то это конституционно закрепить? Ты понимаешь, в чем Можно, проблема? конечно. Вот мы сейчас, допустим, условно говоря, ликвидируем, да, кабинет министров, сделаем как бы вот эти все параллельные структуры и сделаем одну структуру, да, условно говоря, это будет администрация президента, где там и там вот это будет правительство внутри. Но это не означает же, что как бы там нет поля для маневра. То есть это просто аппарат, который там был, просто перекочует сюда, будут огромные там штаты раздутые и так далее. Нельзя ли как-то привязать по Конституции, условно говоря, там, если в реальном секторе экономики работает там, условно говоря, 10 человек, то и на эти 10 человек может быть один чиновник. У нас сейчас наоборот как-то происходит. На одного, да. Посчитать. Это можно по-другому посчитать. У нас такой прецедент, кстати, есть при финансировании Академии наук. Там определяется определенный процент, ниже которого невозможно там субсидировать Академию наук из госбюджета. Да. Да? Я считаю, что точно такую же норму, и я предлагал нечто подобное коллегам в комиссии, но это вопрос уже второго порядка, он не самый, как бы, он не касается основной конструкции. Но я лично за это. И вот то, что ты озвучил, я считаю, что мы можем, и думаю, что если это получится, это будет здорово, ограничить процент, который мы можем тратить из госбюджета на содержание Бюрократического аппарата, да. Это бюрократическая надстройки. Я считаю, что это прекрасная идея, и в том числе можно и нужно ограничить количество топовых должностей. То есть зачем нам вот это расширенное заседание Кабмина? Я когда первый раз депутатом был, попал, знаешь, это когда смотришь там где-то репортажи, ты особо не присматриваешься. А когда ты попадаешь, не помню, там 6-й, 7-й, когда ты попадаешь вот прям туда, ты понимаешь, что это прямо реально армия чиновников. Причем эта армия чиновников с этого 2006-2007 года только прирастала. Да? То есть она только у нас прирастает. У нас постоянно появляются новые структуры, надструктуры, подструктуры. И здесь я даже не сомневаюсь, что именно так и будет. Если мы формально сократим вот этот самый Кабмин, и оставим все. У нас уже площадей под бюрократию не хватает. Мы бизнес-центры заполняем, и бизнеса нет, а вот как бы бюрократия. Тогда люди, которые будут получать вот такой бюджет и ни копейкой больше, да, на управление государством, они будут вести себя более адекватно. Ну, конечно, нужно понимать, что люди, вот простые чиновники, они не виноваты. Они кормят свои семьи и так далее, и многие из них никакого отношения не имеют к этим коррупционным схемам. Да? Но проблема в том, что если мы такое волевое решение не примем, а если мы его примем, то есть разные стратегии. Какие-то структуры можно и нужно расформировать. Я, например, очень сильно сомневаюсь в необходимости такой структуры, как миграционная служба.
Я вообще не понимаю, зачем нужно было создавать отдельную структуру, отдельную... А зачем нам столько судов? Кстати говоря, по судам. По судам Вот какая загрузка, да? идея, скажем, создания вот как бы судов вот центральный, потом, значит, восточный и западный. То есть можно это все укрупнить. И мне лично эта идея нравится. Я считаю, что это очень шаг в верном направлении. То есть вот такая оптимизация, она у нас может работать. Я уверен просто, что она будет работать в пользу бюджета, в пользу оптимизации и в том числе в пользу того, что у нас человеческих ресурсов не так много. То есть юристов много в стране, да? Да, не плюнь, каждый второй юрист. Да. Хорошие юристы, они все считаны. Ну, например, если мы говорим там о правовой сфере. Да. Поэтому такое укрупнение, оно и деньги сбережет, оно повысит качество, я думаю, судопроизводства. Я лично за такую идею. Но мы пока до таких вот такого порядка вопросов еще не дошли. И наверняка мы будем это обсуждать. И уже предварительно такие вещи обсуждали. Я знаю людей, которые прорабатывают эти вещи. То есть мы вот, если ты помнишь, у нас была группа с юристами, мы тоже... Молодые юристы, которые... У нас была именно такая модель, которую мы готовили, она предполагает вот такое не районное, а региональное разделение на три части: центральная, восточная, западная. Кстати говоря, я помню, еще в период предвыборной кампании я читал о нынешнего президента Аслана Бжани, когда он только собирался баллотироваться, и у него как раз была готовая программа, ну, как бы идея вот по реформированию правоохранительных органов, и там большой-большой раздел был по судам, что нам такое количество судов не нужно, нужно оптимизировать и так далее, и тому подобное. Но... Я считаю, это очень здравая мысль, и я надеюсь, что исходя из, если отталкиваться в том числе и от его предвыбора, очень правильно ты заметил, это самый проработанный блок его предвыборной кампании. Ну да, остальное я как-то не помню. Да, Нет, ну да. он тоже не скрывал, что он над этим вопросом работал прежде всего. То есть это такая центральная тема, будет его президентство, он об этом говорил не стесняясь, и в принципе сейчас тоже от этих слов не отказывается. Я думаю, что как раз, имея в виду такие вещи, вот такие посылы со стороны первого лица нашего государства, есть хорошие шансы, что это можно осуществить. Хорошо, вот ты говорил о том, что у вас там что-то в начале, что какие-то вещи вы потом будете разрабатывать. Вот какой первый продукт вы готовы презентовать, и потом уже дальше, я так понимаю, уже идет процесс обсуждения, и потом уже в парламент, да, президентская администрация, наверное, будет направлять. Что это будет и когда все это? Это концептуальный документ, который описывает, собственно, устройство ветвей власти. Да. Исполнительная ветвь, ну вот мы проговорили эти моменты о том, что... Ты говорил о том, что парламент больше будет Парламент, который предполагается, что будет напрямую участвовать, не будет как сейчас, да, сторонним наблюдателем, да. На что может сегодня влиять парламент в плане формирования правительства? Да ни на что. Ну просто ни на что. Он будет, подожди, смотри, если мы убираем должность премьера, значит парламент просто будет утверждать, наверное, министров, я так понял. Министры будут проходить утверждение через парламент. И если вдруг там такая несколько хитрая норма обсуждалась нами, ну разные конструкции обсуждались, мы остановились в принципе на том, что у нас останется президентская республика. То есть большинство людей за это, но президентская республика с уменьшением полномочий президента и передачей этих полномочий в сторону того же парламента. И у нас в обществе любят люди сразу говорить, а вот что же это тот самый парламент, где столько всяких проблемных моментов, но здесь же мы обсуждаем и перенастройку избирательной системы формирования парламента. Это избирательная система, которую мы уже столько лет обсуждаем введение смешанной системы. Да. Что она уже устарела, мне кажется. Ну, она не может устареть, просто это странно, что до сих пор есть люди, которые говорят, ой, нет, давайте мы не будем этого делать. Ну, ребята,
Посмотрите, во что переродился наш парламент. Ну реально, посмотрите. То есть это не к вопросу о том, что каждый созыв был, ну, везде свои проблемы. Я тоже был в парламенте, где приблизительно такой же набор проблем Ну, существует. ты сейчас прошел бы вот в парламент вот Ты знаешь, с такой тенденцией? мне даже не интересно это обсуждать, потому что мне вот в таком парламенте мне в нем не интересно было бы работать. Это был интересный опыт, безусловно, и я очень благодарен коллегам, с которыми я там познакомился и общался, и что-то старался делать. Но я понял для себя наверняка, что в парламенте должны играть команды. Вот что я для себя точно наверняка понял. То есть вот эти парламентарии-одиночки, они ничего не дают стране. То есть при том, что каждый раз я слышу как бы контраргументы, что депутат должен быть независимым, вот, а это вот как бы вот он независимый, он просто раз проснулся утром, встал, умылся и типа я буду депутатом и пошел, вот у него чистые полностью. Да. Ну такая туфта, короче говоря. Здесь вопрос в том, что мы играем на уровне дворовых команд. То есть вот у нас, условно говоря, вся эта история про парламент, и про этих одноразовых депутатов, которым и я был, чтобы никому не обидно было, я точно такой же. Она про что? Это вот уровень дворового футбола. Ну, мы живем в мире, где люди играют профессионально. Другие Ну страны. да, я заметил, что тенденция такая, что раньше у нас все-таки как-то, ну там в 90-е, там, начало 2000-х, там люди с определенным бэкграундом приходили там с госслужбы, там общественники и так далее, ученый люд приходил. Сейчас, в общем-то, в парламент приходят люди, многие приходят, которые вообще никакого жизненного опыта, то есть нигде не работали. Есть откровенная категория решал. Да, решал. Да, есть люди решал, которому нужно порешать свои вопросы, и депутатский мандат это очень даже неплохо. Ну, то есть, опять же, мы не можем как бы это все проецировать на всех, но значительная часть депутатского корпуса, да, во всех созывах, в том числе в моем, это так называемое парламентское болото. Это люди, которые рта не открывают, своей позиции никак не обращают. Это те самые так называемые независимые депутаты, о мнении которых ты никогда не догадаешься, не узнаешь, почему они за это там проголосовали за, а за это против. Никогда. И когда вот ты тоже рассуждал в начале нашего разговора о том, что провластный парламент, или про оппозиционный. Он сам себе на убед. Так эфемерно все. Да. Нет, ну ты понимаешь, это к вопросу о том, как подойти. Ну, нет, я помню ситуации, когда у нас вдруг внезапно менялся президент, и это большинство становилось уже, как бы, отходило там к другому. Ну да. Да, и Переформатирование. да, резкое шло. Да, резкое на лету происходило. Да. Но это факт. Понимаешь? И поэтому, а почему? Так Потому что все-таки люди будут, привязаны. так будут переходить, то есть эта идея перейти на смешанную систему, она превалирует, я так понял, Вообще, в составе да, комиссии. она превалирует. Есть, конечно, отдельные мнения депутатов, говорю, членов комиссии, которые считают, что можно остаться при этой мажоритарной системе, но все же большинство значительное членов комиссии за смешанную систему. Какие классные. Нашла идеальные туфли? Беру. Оплачивай покупку денежным переводом на карту. Амробанк. На шаг впереди. Ну, у меня тут возникает вопрос, Алхас. Все-таки вот вы сейчас предложите свой план действий. Да? Президент это отправит в парламент, в парламенте проголосует против. У нас уже была такая ситуация, когда там в первом чтении конституционный закон об изменениях, о внесениях изменений в Конституцию и так далее, то есть проваливался. И не легче ли там, в общем-то, по новой отписать эту Конституцию со всеми этими и вынести там на всеобщий референдум? Ну, даже если не по новой всю Конституцию писать, Ну, отдельные главы тоже отдельные, можно да. поставить, ну, скорее всего. С теми изменениями, которые есть и так далее, потому что, мне кажется, если мы
вот этот механизм опять тот же старый, когда там комиссия что-то вырабатывает, президентская администрация, потом отсылает в парламент, парламент долго-долго думает, браться за работу или нет, потом через год он его там в первом чтении принимает, потом во втором еще там процессуально тоже проходит, потом, и потом во втором его рубят, и потом опять все по новой начинается. Не легче ли все-таки вот принять это решение? В общем-то, это же, ну, тут и парламент, оказывается, заинтересован, отдельные депутаты, да, то есть если речь идет о том, что надо сменить избирательную систему, а какие-то депутаты себя чувствуют неуютно в этой системе, они понимают, что их время, как их влияние на этом укорачивается, и, наверное, они будут саботировать это. И поэтому, мне кажется, такие вещи все-таки лучше, наверное, на всеобщее обсуждение, и референдум, и все остальное. Согласен, и мы обсуждаем разные варианты имплементации, да, и этот вариант, ну, скорее всего, будет выбран комиссией, судя по тому, ну, по тону нашего обсуждения, по тому, к чему склоняются члены комиссии. Есть вопросы, скажем, изменения в избирательную систему, да, и их можно принимать на уровне законов конституционных. И это можно как бы делать вот не посредством референдума, но что касается вот основных глобального характера изменений, я лично тоже считаю, что они должны приниматься на референдуме. Потому что то, что мы сейчас имеем, может быть, молодые зрители как бы могут быть не в курсе, но это все принималось ведь тоже на референдуме. Конституция, Да. Она принималась на референдуме. И это логично. Алхас, при том, что мы сейчас как бы говорим о том, как все должно быть и так далее, как эти законы должны работать, но у меня такое ощущение, что, в общем-то, как бы ты эту конструкцию не создавал, вся проблема упирается в насколько мы способны как бы следовать той конструкции, которую избрали. То есть там, мы можем говорить о переходе там, на пропорциональную систему, мы можем говорить там, о реформе там, судебной системе, да, перераспределении полномочий там, между исполнительной и законодательной властью. Но мы сами, ты сам говоришь, да, у нас есть такая некая параллельная жизнь. Мы ведем, как бы здесь на бумаге написали, а здесь, в общем-то, другая жизнь. Нам нужно менять эту систему, я просто убежден в этом. Другой вопрос, что сразу это точно не даст такого эффекта, как мы ждем, что вот завтра будет все прекрасно и хорошо. Но мы должны попробовать. Вообще мы боимся пробовать. Я не знаю, откуда у нас такой мегаконсерватизм, я не могу понять этого. То есть мы должны пытаться что-то делать. Когда система работает хорошо, перенастраивать ее или вообще полностью перезапускать, но это большая сложность в этом. Да? Я как практикующий менеджер могу точно сказать, что то, что хорошо работает, сложнее всего реформировать. Но то, что вообще не работает или работает из рук вон плохо, ну зачем нам за это держаться? Ну, в общем-то, рецепт вполне ясен, что давайте все-таки сковородку-то применять по ее прямому назначению, а не гонять мух. И мне хотелось бы, наверное, на этом завершить это интервью. Алхас, спасибо. Мы сегодня говорили о реформировании Конституции. И надеюсь, что мы, в общем-то, 15 лет об этом говорим. Наконец-то ВОЗ сдвинется с мертвой точки. Спасибо всем. До свидания. До свидания.